Алмазодобывающий гигант подвел итоги. В Мирном прошло собрание хозяйственного актива компании «Алроса». Главная тема собрания – производственно-хозяйственная деятельность в 2015 году и приоритетные задачи на текущий год. Напомним, что благодаря действиям главы Якутии Егора Борисова и правительства республики в 2013 году компании удалось сохранить статус государственной. Ввиду этого на подведении итогов говорили и о социальной ответственности компании перед жителями региона. Продолжит тему Александр Шершуков. Собрание хозяйственного актива «Алроса» сегодня больше площадка для диалога и обмена мнениями между работниками, руководством и правительством региона. Несмотря на то, что в каждом докладе цифры и показатели, сюда вот уже в 20-й раз идут как на праздник с теплыми пожеланиями коллегам. Всем участникам, естественно, встретить этот актив и встретить это событие с хорошими результатами, чтобы было не стыдно за работу в прошедшем году. И, естественно, наметить выполнимые и необходимые компании планы. Все показатели выполнены. Краткий итог работы алмазодобытчиков в 2015-м подводит лишь реализация продукции. Из-за падения спроса в прошлом году компания снизила цены на сырье на 15%. В последние 3 месяца рынок оживился, но в «Алроса» с выводами не спешат. Учитывая негативный сценарий, в компании приготовили сразу 2 плана по добыче. Несмотря на то, что первый квартал текущего года был достаточно хороший, то есть спрос на продукцию превысил и тот план, который мы наставили на первый квартал, и превысил показатели прошлого года, аналогичного квартала. Но при этом мы достаточно консервативно смотрим на весь год и считаем одну из задач приоритетных для нашего сбыта, мы видим не наращивание дальнейших стоков. И чтобы отреагировать адекватно на рыночную конъюнктуру, рассматривается сценарий добычи в объеме 37 миллионов карат. Фактически объемы добычи будут зависеть от мирового спроса на алмазы. «Алроса» подчеркивает, если план и будут сокращать, то на работниках компании это не отразится. Вводить простое на предприятиях руководство не планирует. В 2016-м в компании вплотную займутся безопасностью труда. Поводом для этого стала статистика за минувший год. За 12 месяцев на предприятиях произошло 17 несчастных случаев, 2 с летальным исходом. Социальные проблемы – одни из самых острых тем для обсуждения на хозактиве. Лечение и отдых работников, спортивный, культурный досуг, жилье и дороги. Озвучивается все. Обращаем внимание руководства «Алроса» на острый вопрос продолжения строительства моста через реку Айгулдах. До сих пор переправа не восстановлена, работы не ведутся. В мае начнется паводок, и северная площадка, а это Айхал, Удачный и другие населенные пункты, будут буквально отрезаны на период паводка. Решать проблемы алмазодобытчики будут уже в течение 2016-го совместно с республиканскими, районными и городскими властями. Все вопросы вносятся в протокол и попадают под особый контроль. Ведь хозактив – это не только итоги и цифры, но еще и традиционное место, где каждый может высказаться и быть услышанным.